Доброе утро, наши дорогие телезрители. На часах 7 утра, 9 декабря, в студии Руслан Ачиров. И сегодня мы с вами по традиции бодро и энергично начнем это утро вторника. Но мы желаем всем хорошо проснуться, начать готовить завтрак, ну и, конечно, в нашей хорошей компании. Я напоминаю, что у нас есть телеграм-канал «Утро Якутии», на который вы можете подписаться. Там вы можете узнать самые интересные сюжеты, новости и в целом быть в нашей команде. Но самое главное, чтобы выйти на работу, что нужно узнать, конечно, какая погода за окном. Давайте узнаем прямо сейчас. По состоянию на 6 часов утра температура воздуха в центральных районах республики была минус 44, минус 42 градуса. В заречной группе Улусов от 46 до 43. В южных минус 36, минус 33. В Вилюйской группе Улусов от 42 до 37 градусов со знаком минус. В Нижнеленских минус 38, в западных 39-36 градусов ниже нуля. В Колымо-Индигирской группе Улусов от минус 42 до минус 26, в Янских минус 44, минус 40. На северо-западе республики от 37 до 26 градусов со знаком минус. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра была минус 39 градусов. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем небольшой снег, утром туман, ветер слабый, температура воздуха минус 38, минус 36 градусов. Ну, конечно, как всегда, мы одеваемся потеплее. В целом зима у нас уже, можно сказать, началась. И сейчас мы с огромным удовольствием передаем слово нашим коллегам из новостного блока. Доброе утро, коллеги, телезрители. Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. С 2026 года в России будут проиндексированы пенсии согласно закону о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования, подписанному президентом Владимиром Путиным. Изменения коснутся как социальных, так и страховых пенсий. Социальные выплаты проиндексированы на 6,8% с 1 апреля 2026 года. Средний размер таких пенсий после индексации составит 16 590 рублей. Страховые увеличатся на 7,6% с 1 января 2026 года. Почта России информирует о порядке доставки пенсионных и социальных выплат накануне новогодних праздников. Выплаты за декабрь 2025 года доставят пенсионерам согласно установленному графику в течение декабря. В новогодние праздники почтальоны начнут доставлять пенсии и соцвыплаты уже с 3 января 2026 года с учетом графика работы отделений почтовой связи. Почта России обеспечит стабильную и своевременную доставку всех положенных выплат, которые пройдут по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России, что гарантирует учет всех региональных особенностей и бесперебойность процесса. Услуги семейных МФЦ получили почти 6,5 тысяч семей якутян. Из них более 71% смогли успешно преодолеть кризисные жизненные ситуации. Создание таких центров является частью национального проекта «Семья». Проект направлен на укрепление семейных ценностей, поддержку многодетных, создание условий для активного долголетия и развитие системы качественного ухода. Работа семейных МФЦ позволяет оказывать квалифицированную поддержку любой семьи с детьми, включая молодые, и служит инструментом ранней профилактики неблагополучия. Первым семейным МФЦ в Якутии открылся в январе 2024 года в Чурапче. Затем центры начали работу в Намском, Усть-Алданском, Алекминском и Мирнинском районах Якутска. В Берджилгестяхской средней школе имени Семена Данилова торжественно прошел профессиональный конкурс «Учитель года». В этом году в конкурсе приняли участие 8 перспективных полных идей учителей из школ разных сел Улуса. В течение дня учителя соревновались по насыщенной программе, провели уроки, затем на мастер-классах показали свои навыки и таланты. Также педагоги отвечали на глубокие и содержательные вопросы в рамках этапа «Педагогическое интервью». Абсолютным победителем
победителем конкурса стала Прасковья Максимова из Берджилгестякской средней школы имени Осипова. На нее возложена высокая ответственность представлять Улус на республиканском конкурсе «Учитель года». Сначала, когда мы вели открытый урок для детей, и, конечно, дети сначала, они меня не знали, и я их тоже не знала, поэтому сначала было, конечно же, волнение и для детей, и для учащихся, но урок у нас произошел в виде, когда, по процессе они уже ощутили себя более комфортно, и я также, и считаю, что цели моего урока достигнуты. В процессе подготовки, конечно, процесс был долгий, мне помогали мои коллеги, и за это я им благодарна. И также в процессе подготовки я считаю, что уже подобрала много опыта. В Амге прошла выставка народных умельцев, посвященная к 80-летию Великой Победы. Мастера привезли на выставку изделия из конского волоса, дерева, металла, уникальные куклы и многое другое. В работе выставки приняли участие и кузнецы Улуса. Некоторые из них в этом году участвовали в международной выставке продажи по кузнечному делу «Клинок» в Москве, где продемонстрировали выплавку якутской руды в кречное железо. Мастера завоевали заслуженные дипломы по многочисленным номинациям, подтвердив высочайший уровень своего мастерства. В рамках этого фестиваля мы с нашими друзьями из других улусов создали сборную команду из 14 кузнецов нашей республики. При поддержке наших районов и Министерства культуры мы показали для всей России процесс выплавки кречного железа. Мы им показали полный цикл изготовления именно металла, то есть с руды до металла. В Саха-академическом театре представили спектакль «Сын Монетного» – биографическую постановку о жизни выдающегося купца и мецената Гавриила Никифорова. Известного как «Сын Монетного», уроженец Мегино-Кангалахского улуса, он стал одним из самых влиятельных предпринимателей начала 20 века и первым из России открыл торговую точку в Канаде, поставляя оттуда технику в Якутию. В постановке принимают участие актеры Народного театра имени Дмитрия Ходулова, а главную роль исполнил Нюргун Бичген. Спектакль охватывает ключевые события – революцию, гражданскую войну и вынужденную эмиграцию, раскрывая судьбу легендарного якутского мецената. Он был купцом первой гильдии, торговал не только в Якутии, не только в Российской империи, но и за рубежом, в других странах, в Китае, Европе, в Америке проводил большие торги. Мы именно попытались показать именно торговую точку зрения, то, что в этой области сегодня в спектакле больше будет про торговлю, как они торговали, насколько это было сложно и как они продавали пушнину. Ну, вообще надо отметить, что события вокруг нас происходят постоянно. Одни из них заурядные, бытовые, но есть и такие, которые в дальнейшем могут попасть в нашу рубрику «Даты и события». Давайте узнаем, какие важные события связаны с 9 декабря. На календаре 9 декабря – День Героев Отечества в России, День создания ведомственной охраны железнодорожного транспорта России. По народному календарю Егорий Зимний, Юрий Холодный. На Руси Юрьев день имел большое значение, поскольку в этот день крестьяне могли перейти от одного землевладельца к другому. Конец этому обычаю положил Борис Годунов, но память о нем осталась. Например, выражение сожаления о потерянной свободе «Вот тебе, бабушка» и «Юрьев день». В этот день было принято, выезжая куда-либо по делам, служить молебен о благополучии на предстоящий путь. Также до Егория нужно было раздать все долги, иначе можно было прожить всю жизнь в должниках. Этот день в истории. 1884. В США запатентована усовершенствованная версия роликовых коньков. 1968. День рождения компьютерной мыши. 1989. Возобновлено издание газеты «Коммерсант». 2003. Впервые отмечен Международный день борьбы с коррупцией. В этот день родились Джон Мильтон, английский поэт, мыслитель. Петр Кропоткин, русский анархист, географ, историк.
Ханнес Коллихмайнен, финский легкоатлет, многократный олимпийский чемпион. Александр Иванов, советский поэт, публицист, пародист, сатирик и телеведущий. Михаил Петровский, советский и российский ученый, востоковед, исламовед, академик. Именины сегодня отмечают Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон, Юлиан и Яков. 11 декабря в Якутске пройдет форум молодых исследователей «Шаг в будущую профессию». В этом году форум проводится в 19-й раз и посвящен столетию государственного, политического и общественного деятеля Якутии Гаврилы Иосифовича Черяева. В рамках форума пройдут научно-практическая конференция, конкурс бизнес-проектов, интернет-олимпиада, конкурс «Лидер бережливости», медиаконкурс. Ну и подробнее о предстоящем форуме нам расскажут наши гости. Это Зинаида Заболоцкая, кандидат искусствоведения, член Союза художников Российской Федерации, дизайнер, и Эвелина Никонова, выпускница колледжа креативных индустрий АЯР УСТАР, лауреат первой степени фестиваля молодых модельеров и дизайнеров по направлению «Одежда Делюкс». Доброе утро. Доброе утро. Зинаида Михайловна, вы не первый год являетесь экспертом фестиваля молодых модельеров и дизайнеров, который проходит в рамках форума. Как за это время изменился уровень подготовки участников? Ну вот в последние годы по сравнению с прошлыми годами уровень, конечно, значительно вырос. Дело в том, что сейчас участники проходят предварительный отбор, то есть члены жюри в онлайн-формате рассматривают все поданные заявки и отбирается работа, которая отвечает требованиям. Таким образом, в финале участвуют только лучшие работы, и это способствует повышению уровня подготовки. Угу. Но вот в этом году вы будете также экспертом на симпозиуме искусства и креативной индустрии. По каким ключевым критериям вы будете оценивать проекты? И как эксперт, чего вы ждете от работы в этом году, каких тем и подходов? Ну, основные критерии нашего симпозиума – это новизна, креативность и актуальность. Поскольку студенты после окончания учебного заведения будут работать в конкурентной бизнес-среде, и они должны быть готовы работать в таких условиях, уметь создавать конкурентоспособную продукцию. Скажите, вот еще в чем, на ваш взгляд, заключается главное конкурентное преимущество якутских дизайнеров и какие условия нужны, чтобы молодые дизайнеры, модельеры оставались в Якутии и строили карьеру именно здесь? Ну, на мой взгляд, главное конкурентное преимущество заключается в свежести взгляда, поскольку мы работаем достаточно изолированно, вдали от больших модных площадок, и это обстоятельство, в общем-то, обычно способствует формированию своего самостоятельного взгляда, своего видения. Ну вот как в якутском кино, например. Ну вот я надеюсь, что со временем у якутских дизайнеров тоже сложится свое видение, которое будет отличаться от остальных и в то же время будет узнаваемым. Мы будем надеяться, что будет так. А не будет ли это таким, как бы, может быть, толчком и причиной, чтобы остаться, например, где-то там, но не здесь? Для этого, конечно, нужно создавать здесь условия. Ну, например, неплохо было бы организовать союзы, объединения, какие-то гранты, фонды, чтобы молодые дизайнеры могли открыть свои бренды и в будущем уже состояться как квалифицированные специалисты, оказывать услуги местному населению и производить свою продукцию для местного потребительского рынка. Ну, давайте перейдем к молодым дизайнерам, да? Эвелина, здравствуйте еще раз. Ваша коллекция Абакаяда создавалась командой. Расскажите, как родилось это название, какую философию несет в себе сама коллекция, и как в творческом тандеме вам удалось распределить задачи? Абакаяда родилась из образа якутской красавицы Абакаяды. Она была женой русского первопроходца Семена Дежнева. И на перекрестке Пояркова и Кирова как раз им стоит памятник. И получается, все три модели – это смешение русской и якутской культуры, одежды, орнаментов и
Получается, коллекцию создавала вся наша группа. Это сколько человек? Это примерно 12 человек. Мгм. И получается, в ходе разработки и вообще производства этой коллекции мы, честно, вот так вот все менялись работами. Это был первый конкурс для нас, поэтому мы особо и не знали, что делать, можно сказать. Так что, да, вот так. Но в целом, мне кажется, конкурс дизайнеров, да, вот конкурс одежды, он может быть и предназначен для того, чтобы открыть что-то вдруг неожиданно такое интересное, да, то есть нет каких-то, наверное, особых таких критериев, да, то есть творческий потенциал большой, но вот участие в форуме вам дало определенный опыт. Какой самый важный навык вы прокачали и какую обратную связь от экспертов получили? Самый важный навык — работа в команде, наверное, все-таки. И работать быстро, имеется в виду шить, вот это вот все вышивать. Я научилась очень быстро это делать. И получается, наша коллекция должна была дальше идти по другим конкурсам. Там, например, на всероссийский уровень, да, и студвесна. Но так вышло, что не получилось. А в целом получается, что дается ограниченное какое-то время для того, чтобы создать коллекцию? Примерно сколько времени вот уходит на то, чтобы создать коллекцию в целом? На самом деле это зависит от того, кто разработает эскизы уже готовые. И да, если уже припоздниться с этим, то можно, конечно, словить стресс, как говорится, потому что все эти сроки, вот это все. Да. Ну, ты закончила колледж креативных индустрий. Чем занимаетесь сегодня и как оцениваете востребованность этнического стиля для современного потребителя Якутии и в Якутии вообще за пределами? А я еще не закончила колледж. Еще не закончила? Да, на У меня такая последнем информация курсе. здесь, что вы закончили, ну, скоро. Я на 4 курсе сейчас, и в этом году тоже участвую, получается, в этом конкурсе. Уже со своими эскизами, уже одна. И получается, как я оцениваю, думаю, каждый должен иметь хотя бы один элемент гардероба с этнической частью своей. Ну, отлично. Спасибо вам большое. Мы желаем вам творческих успехов. Ну, а вообще мода и дизайнерская одежда позволяет нам красиво выглядеть ежедневно, но не нужно забывать и про себя. Выглядеть подтянуто и бодро нам поможет в том числе и утренняя зарядка. Всем доброе утро! Сегодня у нас будет танцевальная зарядка для тех, кто любит танцевать. Включайте свою любимую музыку и погнали! Итак, начали. Все повторяем за мной, улыбаемся, получаем удовольствие от того, что мы делаем. Так. Делаем вдох, выдох, начинаем шагать. Раз, раз. Раз, два, три. Еще раз. Вдох. Выдох. Еще раз. Вдох. Выдох. И поехали. Шаг, 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 шаг. Делаем шаг, улыбаемся, ручками помогаем себе и начинаем разогревать все свое тело. Затем добавляем ручку. Тянемся за ручкой, улыбаемся. И следующее упражнение у нас круговые движения. Также ножку вперед и круг ручкой. Эти упражнения могут выполнять все, даже кто не умеет танцевать. А теперь у нас ножки в сторону, ручки вниз. Добавляем ручку, тянемся за рукой. Ножки переставляем. А теперь поднимаем коленки.
Поднимаем колени выше, выше. Сейчас мы будем добавлять еще ручки вверх. А теперь делаем захлест. Ручки отводим назад, лопатки сводим, ножкой пятку поднимаем до попы. Еще одно упражнение. Поехали. Раз, два, раз, два. Тянем ручку вверх, ножками переставляем в бок. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На этом мы заканчиваем нашу танцевальную зарядку. Всем прекрасного и чудесного дня! Сегодня 9 декабря, до Нового года осталось 22 дня, а мы открываем новое окошко нашего адвент-календаря. Ведь когда же в рифму получилось, и сегодня из него повеет настоящей зимней сказкой с берега Финского залива. Мы переносимся в Санкт-Петербург, где в эти дни торжественно открыли сезон на самом большом катке в мире. Только представьте, 28 тысяч квадратных метров сверкающего льда, тысячи огней и праздничное настроение, которое не зависит от капризов погоды. Давайте заглянем на каток у флагштока и почувствуем эту неповторимую атмосферу вместе с теми, кто уже встал на коньки. Торжественное открытие нового сезона на самом большом в мире катке собрало сотни гостей. И это лишь начало. Организаторы ожидают, что в предновогодние недели поток посетителей будет только расти. О том, как создавалась эта ледовая сказка и что ждет гостей, рассказал генеральный директор арены. Площадь катка 28 тысяч квадратных метров. Та же площадь, с которой мы мировой рекорд побили, установили. Посетителей сейчас приходит достаточно много, пик впереди. Чем ближе к новогодним праздникам, тем будет приходить людей больше. В день приходит несколько тысяч человек. Рекордная площадь в 28 тысяч квадратных метров позволяет кататься с комфортом и размахом. Но главный секрет успеха не только в размерах. Организаторы сделали все, чтобы каждый визит сюда был похож на путешествие в зимнюю сказку, что особенно ценно в переменчивую погоду. Видим, что люди к нам возвращаются снова и снова, приводят друзей. И вот знаете, в такие вот особенно зимы очень важно, когда ты открываешь каток и смотришь, что вот ты создаешь сказочную такую атмосферу, но новогоднюю. Куда можно прийти, ощутить себя уже в какой-то сказке и поднять себе новогоднее настроение. И эта сказочная атмосфера, созданная тысячами огней и новогодним оформлением и праздничной музыкой, покоряет и взрослых, и детей. Для многих семей и компаний друзей каток уже стал традиционным местом встречи зимы. Своими впечатлениями делятся и те, для кого каток стал любимым местом отдыха. Например, Софья приезжает сюда практически каждые выходные. Мне очень нравится здесь кататься. Я прихожу сюда с семьей, прихожу сюда с друзьями. Каждые выходные после учебы вообще мне очень сильно нравится. Это самый большой каток в мире. Здесь очень просторно, всегда по-новогоднему, хорошее настроение. Просто хорошие люди, главное шоу-группа. Мне очень нравится здесь находиться. Пространство, настроение и возможность провести время с близкими – вот что привлекает сюда людей. И даже если за окном еще нет снега, здесь, на берегу Финского залива, уже царит настоящая зима. Отличное настроение, все нравится, фонарики нравятся, все нравится, люди нравятся, вы нравитесь, все нравятся. Я в восторге. Мои подруги здесь, хорошее настроение. Жалко, зима еще не пришла, но мы ее ждем. Катание на коньках под открытым небом с видом на город – это всегда особое ощущение свободы. А когда лед такой качественный, а вокруг царит праздник, то удовольствие становится поистине полным. Очень нравится лед, нравится новогодняя обстановка. Ну, в общем, наверное, все
все уют, который создавали организаторы, безусловно, нравится всем. Самое большое удовольствие, конечно, приносит вот эта атмосфера яркого праздника. Каток будет работать все зимнее время, обещая дарить своим гостям атмосферу яркого праздника. И судя по эмоциям, эта зима для Петербурга и его гостей началась очень удачно. И продолжая тему ярких событий в Санкт-Петербурге, мы перенесемся с Ледового поля на главную площадь города. В эти дни здесь проходит грандиозное световое шоу, посвященное 185-летию со дня рождения Петра Чайковского. Фасады знаменитых зданий на Дворцовой площади, главного штаба и штаба гвардейского корпуса ожили, превратившись в гигантские динамичные полотна. Зрители стали свидетелями настоящего впечатляющего зрелища, где современные технологии соединились с музыкой великого композитора. Зрители отмечают, что это не просто красивое представление, но и увлекательный рассказ об истории и творчестве Чайковского, который находит отклик как у давних ценителей классики, так и у семей с детьми. Масштабное представление организовано в рамках Дней Эрмитажа, еще раз подтверждая статус северной столицы как одного из главных культурных центров страны. Да, действительно, очень красиво. Но если бы Петр Ильич не в совершенстве знал нотную науку, он, кстати, на секундочку был профессором Московской консерватории, то, возможно, мы бы и не услышали его гениальные произведения. А чтобы услышали нас, нам нужно правильно излагать свои мысли и не делать простых ошибок. В этом нам поможет Анна Шкатуляк и рубрика «Говорим правильно». Доброе утро, дорогие телезрители! Мы с вами говорим о подводных камнях изменения числительных по падежам. Мы с вами уже вспоминали о том, что у порядковых числительных изменяется только последнее слово. Например, в 2024 году в музее было организовано множество выставок. Кроме того, мы с вами говорили о том, что есть особенности образования форм сложных числительных, что когда мы их меняем по падежам, мы должны изменять обе части, из которых это числительное состоит. Поэтому более 200 или к 300. А сегодня мы с вами поговорим еще об одних сложных словах, которые относятся тоже к числительным. Это слово «оба» и «обе». Это так называемые собирательные числительные. Как образовались эти числительные и вообще откуда они появились в русском языке, мы с вами поговорим в другой раз. А сегодня обратим внимание на изменения этих слов по падежам. Дело в том, что слово «оба» и «обе» имеют род. Это проявляется в том, что они сочетаются с существительными разного рода. Числительное «оба» сочетается с существительными мужского и среднего рода, а существительное женского рода сочетаются с числительным «обе». Поэтому при изменении числительных «оба» и «обе» нужно учитывать род существительного, с которым они сочетаются. Например, «я восхищаюсь обеими скульптурами» и «я заинтересовалась обоими эскизами к этим скульптурам». Слово «скульптура» женского рода, поэтому обеим скульптурам. Слово «эскиз» мужского рода, поэтому обоим эскизам. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Ну, от грамоты языковой перейдем к грамоте финансовой. Чем раньше мы будем говорить с детьми об основах финансов, тем проще им будет в дальнейшей жизни. А с чего лучше начать? Конечно же, с семейного бюджета. Доброе утро! И сегодня в рубрике хочу поговорить с вами про семейный бюджет. Но не с точки зрения экономики, а хочу рассказать, как все-таки детям рассказать, что такое семейный бюджет и как научиться им пользоваться.
Для этого я создала такое наглядное пособие. Здесь у меня, значит, показаны родители, дети, кошечки тут у нас есть. И как же все-таки это будет работать? Здесь я создала такое поле, колесо семейных расходов. Оно имеет разные категории, цвета и размеры. Детям давалось задание, оно на магнитиках сделано, и детям давалось задание выбрать подходящий цвет той или иной категории, и они собирали его, повторяя, что означает та или иная цветовая палитра. Да? Например, красный — это у меня были постоянные расходы. Фиолетовый — это были какие-либо покупки, это могут быть игрушки, одежда, какие-то сладости, возможно, да, незапланированные. Сколько, видите, уходило в тот период времени. Голубой цвет был у меня обозначен отдых, желтенький — это транспорт на машину, на поездки, проездные билеты и прочее. И зелененькое — это было питание. Вот такие основные категории я выбрала для объяснения детей, что такое траты в семейном бюджете. И с этого колеса расходов мои дети понимали, на что все-таки больше всего у нас уходит расходов в семейном бюджете. И это все-таки было у нас питание. Здесь есть правила, как вести семейный бюджет в условиях кризиса. То есть мы рассматривали не только положительную какую-то динамику, да, как приходили деньги, как, на что они тратились, но и когда были кризисные ситуации. Вот, например, когда мама была в декрете и зарплата менялась. Да. Здесь есть еще кармашек, в котором есть палочки. Они тоже собирали, допустим, мы играли в игру «Зарплата». Кто получает зарплату? И тут были фигурки, они сейчас, по-моему, уже утеряны, много лет прошло. Вот кто какой доход приносит в семью. Папа приносил зарплату. Угу. Там мы получали с детьми, например, какую-то льготу. Да? Вот дети могли принести эту льготу. Бабушки с дедушкой, например, в семье получают пенсию. Они вот так вот складывали на того или иного родственника, на члена семьи, да. Также еще были вот палочки, где были категории, на что уходили деньги. На аренду, квартплату, продукты. И вот это все в игровой форме вот так ими раскладывалось, игралось. И я придумывала разные занятия, на что могли реагировать мои дети, да, выкладывая ту или иную палочку с надписью. Тут были и инвестиции, и какая-то прибыль, да, от чего может приходить прибыль, объяснялось. Что такое сбережения, детям объяснялись, откуда они берутся, как они создаются, когда выгодно, когда невыгодно, что такое премия, куда она тратится. Вот в такой простой игровой форме дети начинали разбираться, что такое доходы, расходы, что такое вообще деньги, откуда они берутся, кто все-таки больше всего зарабатывает денег в нашей семье. Это все просчитывалось, считалось, и это было им видно и понятно. Дети таким образом в этом игровом поле очень хорошо разбирались, что такое текущие расходы, экстренные расходы и спланированные расходы. В этих кармашках были всякие разные такие фишечки, которые помогали нам выявить тот или иной вид расходов или доходов. Все зависит от того, вот, допустим, мы делаем какие-то планы, да, что нам важно приобрести в этом месяце или там, куда в первую очередь уходят деньги, да, и мы вот, например, делали оплата за ЖКХ, например, там, да, заправить машину, там какие-то, допустим,
экстренные расходы, это могут быть, может быть, там, стоматолог, да, и мы выбирали сюда, вот в эти расходы клали карточку, там какие-то текущие расходы. Мы, например, знаем, что будет день рождения в этом месяце у нашей бабушки, и мы такие раз и запланировали туда какой-то бюджет потратить. В текущих расходах также можно было оплачивать там сотовую связь или там другие коммунальные какие-то услуги там. Возможно, мы планируем какое-то путешествие, и тогда мы закладываем здесь такую фишечку и смотрим, какая сумма для путешествия у нас здесь спланирована. В общем, это игровое поле помогало развивать им новые навыки также в счете этих денег. Здесь еще что-то было, что забыла, оказывается. У нас тут были еще деньги в виде таких золотых монет. Да, это кто сколько монет тратит, получает, на чем зарабатывает. Можно делать домашнюю уборку, убирать игрушки и получать там сколько-то монет, а потом планировать, куда они будут тратить эти монеты. И какой вид дохода у них это будет приносить в семью, в общий бюджет. Рада была вам рассказать сегодня про такой интересный способ научить ваших детей семейному бюджету. И попробуйте обязательно сделать такую книжку для своих детей. Не обязательно это может быть в виде домика, не обязательно в таком большом формате, но способ всем известный и простой вам в этом поможет скрапбукинг. Ну а мы желаем всем доброго, отличного утра. В эфире самая семейная утренняя программа на телеканале Якутия-24. После распределения семейного бюджета можно отдохнуть за чтением книг, например. Ну а какую книгу прочитать, нам подскажет Дарья Реева. Приветствую, дорогой зритель! Сегодня я бы хотела тебя познакомить с книгой Марины Сычевой «Солнце в Силках». На обложке мы можем видеть главную героиню произведения «Турах» с бубном, на котором написано название книги. Сама обложка матовая, но некоторые акцентные детали выполнены из глянца. Внутри нас встречает иллюстрированный форзац, а в конце иллюстрированный нахзац. Также во время всего повествования мы можем видеть приятные иллюстрации. В прологе нам рисуют такую картину. Над берегами Нижнего мира пролетает стальноклювая птица. Она высматривает что-то в бурных водах, а именно лодочку, обтянутую кожей, которая прорывается через сильный поток. Гребец пытается выйти на пологий участок берега. Этим гребцом был никто иной, как шаман. Вдруг из воды появляется острый камень. Шаман поднимает гребок и отталкивается от камня. Слышен неприятный звук рвущейся кожи. В пробоину тут же хлынула мутная вода, а небесный хищник ринулся вниз. В ходе неравного боя шамана уносит потоком. Птица еще некоторое время кружила над этим местом в надежде, что волны отпустят поживу. Но улетела ни с чем, кроме грибка, который остался единственным напоминанием о пришельце. Основная же история рассказывает нам о девочке Турах и ее друге детства Табате. Однажды Табата неудачно запустил стрелу прямо в чащу. Дети отправились за стрелой, а она застряла в иссохшем дереве прямо над Тарангасом и с традиционным воздушным захоронением. Несмотря на это, Табата не хотел терять стрелу старшего брата. Дети почти достали ее, как сзади послышался голос, и все опустилось во тьму. Мне очень понравилась данная книга. Она затягивает прямо-таки с первых страниц. Здесь собраны все аспекты хорошей книги. Интересная история, приятный слог и красивое оформление. В
канун Дня Героев Отечества из Якутска в Алдан отправился патриотический десант. В его состав вошли представители Республиканского совета ветеранов и Якутского городского совета ветеранов, а также члены Общественной палаты республики. Гости провели ряд встреч с представителями общественных и волонтерских организаций, пообщались с молодежью и посетили ветеранов тыла. Приоритетными темами стали патриотическое воспитание и забота о пожилых людях. Какие вопросы обсуждались сторонами, узнали наши коллеги. Народов много, Родина одна. Такой стала ключевая тема круглого стола, состоявшегося в библиотеке имени Некрасова. В Алдан прибыл патриотический десант, в состав которого вошли представители Республиканского совета ветеранов и Якутского городского совета ветеранов, а также члены Общественной палаты республики. За круглым столом гости встретились с активистами районной ассамблеи народов Якутии, сотрудниками образования, ветеранами и молодежью. Ветеранское движение имеет два направления деятельности. Это патриотическое воспитание и это активное долголетие. Активное долголетие развивается в республике. Сегодня большую работу проводит школа третьего возраста и ресурсный центр социального обслуживания республиканский. Уважение к представителям других народов и сохранение традиций, забота о пожилых людях, воспитание патриотизма и верности Родине у представителей подрастающих поколений, поддержка защитников Отечества. За круглым столом обсуждались самые разные вопросы. В настоящее время Совет ветеранов Республики Саха-Якутия объединяет свыше 250 тысяч ветеранов различных категорий. Организация ведет деятельность по ряду направлений. Но самая главная задача это ветеранов, это патриотическое воспитание наших детей. То есть ветеранов можно увидеть на уроках мужества 23 февраля. Хозяевам было о чем рассказать гостям. По линии патриотического воспитания молодежи ведется комплексная разноплановая работа. Детские сады, школы и учреждения среднего профессионального образования являются постоянными участниками как благотворительных акций, направленных на поддержку бойцов спецоперации и их близких, так и проектов, увековечивающих память о героях Великой Отечественной войны. Этот год объявлен 80-летием же Победы, 80 лет Победы, и поэтому весь год все предприятия, детские сады, школы занимались именно этим. Мы старались не забыть ни одного ветерана, который у нас на сегодняшний день в районе живет. В приоритете остается старшее поколение. С прошлого года в районе реализуется проект «Алданское активное долголетие». Рисование, творчество, гимнастика, плавание, вокал. На заслуженном отдыхе представители элегантного возраста проводят время с удовольствием и с пользой. В настоящее время социокультурная программа объединила более 200 человек. Для них это самое главное общение, они не одинокие. Потому что одиночество, сами знаете, оно очень плохо. И когда они в куче событий, то жизнь продолжается. Программа пребывания делегации в Алдане была плотной. Гости встретились с представителями общественных и волонтерских организаций, пообщались с молодежью, посетили ветеранов тыла, а также обсудили ряд вопросов с представителями власти поселений. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Сегодня в студии разговор о движении, которое с самого первого школьного звонка учит детей дружить, познавать родину и раскрывать свои таланты. Речь об «Орлятах России» – всероссийской программе социальной активности обучающихся начальных классов, которая активно развивается в нашей республике. Участниками программы являются педагоги, наставники орлят, родители, партнеры и, главное, учащиеся с 1 по 4 классы. У нас в гостях лидеры программы, педагоги флагманской школы номер 31 города Якутска по программе «Орлята России» Нина Викторовна Власова, учитель начальных классов, победитель всероссийской смены Содружества «Орлята России», всероссийских детских центрах «Океан» и «Алые паруса», победитель регионального этапа 4-й детской премии «Новая философия воспитания» в номинации «Сердце орлят» и Евгения Анатольевна Таманырова, советник директора по воспитанию, финалист всероссийского конкурса «Лучшие практики воспитания гражданина России в начальной школе», куратор форума «Новая философия воспитания». Доброе утро. Доброе утро. У вас такие регалии. Большое спасибо, что вы сегодня нас посетили. Но первый вопрос такой. Программа «Орлята России» — это траектория развития для младших школьников. Расскажите, в чем вы видите главную ценность именно для детей?
Главная ценность программы «Орлята России» заключается именно в содружестве детей и взрослых. Ведь главный принцип программы – все делать вместе, сообща и делать для других. Да. А в программе главное – это методика именно на основе коллективного творческого дела. Вот у меня планшет, за что не возьмусь, и всего КТД. Ну и, конечно же, ценность – это родина, природа, знания, да. Эти ценности не просто слова, а это смысловые ориентиры. И программа помогает ребенку осознать их важность именно через конкретные дела. Скажите, вот как выстраивается работа в рамках программы в вашей школе? Это отдельные мероприятия или вплетенные в учебный процесс активности? Программа «Орлята России» у нас реализуется уже 4-й год в рамках внеурочной и воспитательной работы. И 3-й год наша школа является флагманской. На базе нашей школы проходят значимые муниципальные, региональные события. Учителя регулярно проходят курсы повышения квалификации, выступают спикерами на форумах, слетах, семинарах. Также проводят обучающие мастер-классы. Мы сотрудничаем с флагманскими школами, с базовыми вузами. И с этого года у нас в регионе стало 2 флагманские школы. Это наша и Якутская городская национальная гимназия имени Черяевых, которые являются авторами программы «Эксекьюсионера». Вот что радует, что именно уже 2 флагманские школы, а не одна. Да, это очень хорошо. Да. И вот я хотела бы, пользуясь случаем, да, так как у нас столько успехов, да, вообще, хотелось бы поблагодарить нашего директора Алину Егоровну и, конечно же, нашего любимого, да, регионального куратора, это Макарову Нюргуяну Владимировну, наших кураторов Веру Николаевну и Светлану Николаевну и, конечно же, всех навигаторов. Ну и наш любимый коллектив учителей начальных классов будут благодаря таким профессионалам, мастерам своего дела, да, у нас вот такие успехи, общие успехи. Но мы знаем, что вы обе активно участвуете в событиях движения далеко за пределами Якутии. Не могли бы вы перечислить такие ключевые площадки, форумы, события, которые посетили? Действительно, у нас был очень насыщенный год, да, мы посетили различные события. И хочу поделиться вот недавним событием, это слет, который проходил в Москве для советников директоров по воспитанию именно по программе «Орлята России». Основным заданием, получается, да, для всех советников была разработка именно управленческой модели реализации программы, да, а также обмен успешными практиками. Хочу поделиться вот блокнотом, который получили все советники, да, и здесь вот такая мотивационная открытка от Нины Викторовны. Да, кстати, это не только вот открытка, да, называем еще мотивашка. Да. Вот, ты молодец, даже если никто тебе этого не сказал. Ты молодец, Руслан. Вот, то есть откуда это все? Это вот, действительно вот все это в практике, это именно от учителей, когда учителя посещают слет, различные форумы, и когда проводят, ну, конкурсы, да, имеется в виду, вот эти курсы, именно вот берут и из практик учителей. Ну вот и наш продукт, пожалуйста. Замечательно. Нина Викторовна, победа в федеральной смене Содружества «Орлята России» — это признание вашего профессионализма. Как вы вовлекаете детей в проекты «Орлят», чтобы им было по-настоящему интересно? Так, ну что ж, ну, во-первых, чтобы привлечь, у нас же масштабная школа, такая большая, да, огромная школа, 31-я по количеству детей. Чтобы привлечь ребят, у нас, конечно, действительно очень много мероприятий, да, Евгения Анатольевна? Мы проводим, допустим, различные телемосты. Это, то есть, содружество уже «Орлят». Онлайне можно. Телемост — это, допустим, с улусами, с различными регионами, с разными, да. И мы берем тематики именно, вот, допустим, ну вот, начнем с продукта, да, нашего? Да. Ага. Посмотрите, вот у нас журнал «Колокольчик», да? Все мы выросли на этом журнале, да, и также мы выросли. И у нас есть такая уникальная возможность, мы разрабатываем уже как 2-й год рабочие листы именно по трекам. Ну вот, многие знают, и все учителя знают, да, что у Содружества «Орлят России» 7 треков. И вот по трекам наши учителя, то есть мы распределились, вот именно начальная школа наша, да, мы разрабатываем рабочие листы. И обратите внимание, вот, допустим, у нас осенний, да, это орленок лидер. И кто у нас лидер, да, наш? Вот, посмотрите рабочие листы.
Так, вот, допустим, лидеры Якутии, да, здесь акцент, что у нас рабочие листы с региональным компонентом. Вот, допустим, Игорь Васильевич Юргин наш, да, здесь разукрашки и для дошколят, и младшего школьного возраста. Вот. Скажите, а как вы мотивируете родителей и наставников Орлят активно включаться в проект, вот, а не быть так просто зрителями? Ага. Так, наставники — это наши самые главные помощники, да, они являются другом для всех наших орлят, да, и, конечно же, для них это большая возможность проявить себя, показать свои лидерские качества, творческие, и одним из стимулов, да, является книжка волонтера, да, на Добро.ру. За участие в событиях им начисляются доброчасы. И, конечно же, для наставников открывается большая возможность участия во всероссийских сменах. И в «Океан», и в «Алые паруса». Как раз-таки Нина Викторовна является у нас дважды победителем, и с наставниками она выезжала на смену. Ну а для родителей у нас есть проект «Орленок родителей», который реализуется у нас с прошлого года. И родители активно участвуют. В рамках этого проекта наш родительский комитет принимал участие в грантовом конкурсе родительских инициатив и стал победителем с проектом «Семейный слет. Орлятский круг». Масштабное мероприятие. Да. Также вот хотелось показать, да, у нас есть продукт, мы вот от мероприятия к мероприятию, и у нас есть всегда свой продукт. И вот, значит, к этому слету, да, мы выпустили вот такой сборник песен орляцких. Вот. И, значит, что, Евгения Анатольевна, еще у нас там? Также мы с родителями выезжали на космодром. Да, кстати, на космодром Восточный. Это наш проект. Весной мы выезжали в космодром Восточный, показали детям, это мы ездили в закрытый город Циолковский, да, и посетили флагманскую школу, пользуясь случаем, Благовещенский. То есть по содружеству «Орлят России». Это проект «Дети», Здорово. учителя и родители. Спасибо вам большое, что зарядили наш утренний эфир своей такой огромной энергией. Спасибо и желаем вам дальнейших успехов. Ну, а, дорогие друзья, мы сейчас передаем слово нашим коллегам из блока новостей. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях к этому часу. В Якутии продолжается работа по трудоустройству участников СВО и членов их семей. В этом году при содействии Центров занятости региона трудоустроены 264 человека. В рамках национального проекта «Кадры» реализуются две меры господдержки. Первое – это стимулирование найма отдельных категорий граждан. Мера направлена на частичную компенсацию затрат работодателя на выплату заработной платы ветеранов боевых действий и членов семей лиц, погибших в ходе СВО. Вторая мера – это поддержка работодателей, создающих рабочие места для инвалидов и ветеранов боевых действий. Программа предусматривает компенсацию до 200 тысяч рублей за оборудование рабочего места. В этом году на профессиональное обучение из них 33 гражданина направлено, 24 это по госпрограмме, 6 это по проекту «Кадры», 2 не заняты и 1 по основам предпринимательской деятельности. В основном курсы у нас это охранники 4-6 разрядов, слесарь КПИА, водитель погрузчика, переподготовка с ВНЦ, ну в основном такие. Ученые и историки собрались в Якутске, чтобы поговорить о том, как Алексей Кулаковский, известный якутский писатель и мыслитель, еще тогда помог развитию северных районов и созданию Якутии. Они отметили, что Кулаковский, работая комиссаром в Верхоянском округе с 1917 года, очень много сделал для Арктики. Он помогал с едой, проверял местные власти, изучал цены и собирал истории северных народов. Участники конференции считают, что его работа до сих пор важна для нынешних планов по развитию Арктики в Якутии.
представили вниманию собравшихся виртуальную выставку, посвященную 125-летию первых письменных источников, как раз относящуюся к Алексею Алексеевичу Кулаковскому. И там мы представили много новых, доселе не экспонированных фотографий, документов, среди которых я хотелось бы отметить самый главный наш документ. Это письмо как раз о жизнедеятельности, о быте, нравах жителей Жиганского улуса. Он предлагает вот такие-то варианты действий по отношению к жизни, по отношению к обстоятельствам тех времен и прочее, которые очень даже актуальны становятся теперь в наше время. Студенты Якутского колледжа культуры и искусств покажут хореографическое выступление «Аяр-тын». Выпускники представят 17 уникальных номеров, демонстрируя не только богатое наследие якутской хореографии, но и стилизованные, а также современные танцевальные направления, освоенные за годы обучения. Особое внимание в этом году уделено якутским народным танцам, которые составят основу программы, раскрывают традиции народа Саха через пластику и движение. Мастерами курса, подготовившими новое поколение танцоров, в этом году является в том числе заслуженный работник культуры Якутии Станислав Степанов. На творческом показе всего будет 4 блока. Первый блок будет состоять, якутская тематика мы будем затрагивать. Далее мы переходим уже к народным. Туда же и северные танцы входят. Далее мы патриотические танцы мы затронули, несколько отечественные бальные танцы и современные танцы, современные направления танца. Это не только постановочная репетиционная работа, да? Это работа и с костюмами, это работа с музыкой, это работа, репетиционная работа со всеми студентами младших курсов. И также мы в этом году пригласили наших, скажем, друзей колледжа, это танцевальные коллективы. Такими были новости этого утра. Всего хорошего и до встречи в эфире. На этом наш эфир подходит к концу. Мы желаем вам отличного утра и увидимся с вами завтра.